событие для нашей республики исторического значения. Произошло, вот Вячеслав Анатольевич и Жарес Иванович от торжественной обстановки открыли восстановленную библиотеку имени Александра Сергеевича Пушкина. Библиотека, как вы знаете, была построена в 1911 году по инициативе губернатора Ивана Ивановича Крафта на народные. Восстановленная библиотека снова начинает с новой силой, с новыми возможностями работы. Прекрасный компьютерный зал. Я думаю, что вот наши сотрудники будут верными клиентами. Девицкая — это классическая статья 20-х годов. И затем работали выдающиеся академики. Первые исследования физические были проведены именно для успеха, для того, чтобы природа объяснить, приступить к природе хладного ума. Ну и на современном этапе стоят задачи понять более углубленно, с привлечением современного научного инструментария, приступить к пониманию, к разработке природы хладной ломкости, возможности того, что, в общем-то, был определенный задел сделан в предыдущие годы. Но мы прошли лаборатории, в принципе, просмотрели, на какой базе примерно делается, в общем-то, работы. У нас в институте в области прочности и материаловедения. В настоящее время, вот, все достаточно большие вот такие технологические вещи, упрощение материалов, они дошли до определенного предела и, в общем-то, уже невозможно получать и... Ну, диаграммы то, на что нет, но я просто скажу, что, в принципе, мы эти вопросы изучаем на уровне макроструктуры, где с инженерных позиций уже расчетные и прочие подходы для обеспечения надежности ресурсов. Как утверждает академик Лякишев, можно повысить прочность от 100 до 200 раз. Если сталь в среднем обычно 25 кг на квадратный миллиметр, можно получить 2500-5000 кг на квадратный миллиметр. Но технологически, конечно, это вряд ли в обозримом будущем достижимо, но по этому пути, приближаясь к идеальному состоянию, мы кое-какие практически реальные вещи можем достичь. Примерно стали, и в том числе и алмазов, металлических материалов, и вероятность разрушения уже конструкции. Были проведены исследования в рамках интеграционных исследований на границах раздела нанотехники мы моделируем следующим образом. Берутся гидроопуски, дан спектр гидроопусков, который довольно крупный, состоит из леса, нескольких экспертов, железных содержит атоматура. Кравчина была 5-я история. Следующий график. Имплантированные и экструдированные полимеры. Здесь легко видно, что атомы железа взаимодействуют, которые основной массой алмазов, относящихся к изолятору, составляет 10, 12, 16 степени на сантиметр. Но в крови встречается... Уважаемые участники встречи, я представляю государственное предприятие Сахашибеком, которое является основным оператором связи, или в формулировке нового федерального закона о связи оператором, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования республики. Основная деятельность предприятия заключается в предоставлении услуг связи всем категориям потребителей. Электронная Россия, специальная комиссия во главе с академиком Шокиным проводит, наши специалисты электронного центра принимают участие, и по президентской структуре у нас в республике тоже специальный орган имеется, и тут, конечно, надо усилия очень объединять. Спасибо. Гетероструктурами, которые создал Жарес Иванович Алферов, мы сталкиваемся в нашей практике, во-первых, при исследовательских работах с
солнечными батареями космических летательных аппаратов и в полупроводниковой гамма-спектрометрии, где мы используем Германию в эти техники. Наше порождение. Мы говорим физико-технический институт без проблем и без севера. Отличие от нашего. Так, Романов может продолжить? Шадрина после Романа. Да, научная группа «Хорошо металлургии» кафедры физики твердого тела физико-технического института занимается проблемой физики спекания более 25 лет. И выдвинута концепция, которая говорит о том, что при взаимодействии двух фаз работает диффузионная схема, которая и объясняет объемные изменения порошковых тел. По вопросам малой энергетики Аркадий Павлович. Уважаемый президент, уважаемый товарищ прокурор, климатических условиях крайнего севера России. И хотелось бы, в частности, остановиться о проблемах развития малой энергетики. В нашем понимании деятельности Железа Ивановича доложили и воспользовались присутствием Вячеслава Анатольевича. Мы помним вообще по Российской академии наук декабрьский блестящий доклад Железа Ивановича и еще доклад там 14 академиков. И в этом русле, конечно, работает. Мы хотели бы присоединиться на по своему вопросу. Железа Иванович, вас можно попросить несколько слов? Спасибо. Спасибо большое. А можно сидя? Конечно. Я вам очень признателен за приглашение, за то, что мне удалось вот пройтись немножко по лабораториям, посмотреть, что делается у вас в институте. Я думаю, что направление работы института, безусловно, имеет огромное значение для республики прежде всего. Потому что материаловедение, функционирование материалов в тех, в общем, очень непростых климатических условиях, которые имеются в Якутии, это очень важная задача. И в этом отношении я могу сказать, что то, что вы занимаетесь и развитием современных методов исследований, для исследования материалов я имею в виду сканирующую туннельную микроскопию, атомно-силовую микроскопию, в том числе и для очень важных природных богатств Якутии, таких как алмазы, все это очень ценно и интересно. Я с большим интересом сейчас слушал выступление по поводу малой энергетики севера. Энергетические проблемы, безусловно, это одно из самых важных проблем для человечества в целом. И здесь, конечно, прекрасно всем хорошо известно, что сегодня за дешевые энергоресурсы идут в том числе не только холодные, но и горячие войны. И это огромное значение. Я думаю, что огромное значение для Якутии, учитывая очень сложные климатические условия. С одной стороны, это уникальные условия, и можно говорить, что здесь имеются перепады температур, которых нет нигде. Но с другой стороны, это, в общем, тяжелые условия для работы материалов и, безусловно, требуют массы дополнительных источников энергии. С одной стороны, ваша республика очень богатая. Она богата природными ресурсами. И я думаю, что такие вещи, как использование топливного ресурса, газа, нефти, угля, это все хорошо, тем не менее, для тех районов, где имеется относительно высокая плотность населения. Тогда, когда это все можно сделать, газифицировать город и даже городской поселок, где население будет исчисляться тысячами людей, в этом еще имеется некий, так сказать, смысл. Газификация и снабжение, так сказать, энергетическое находящихся друг от друга небольших поселений. И это нужно все-таки учитывать, что в населении республики, скажем, половина живет, будем говорить, в городах, значит, примерно четверть населения здесь в Якутске, и примерно столько же
в районе Мирного, на юге республики, но половина населения живет просто в очень удаленных небольших селениях, разбросанных на гигантской территории. Не зря вы говорите, что Якутия это 5 Франций. И поэтому энергетические проблемы здесь, конечно, очень сложные. Есть, конечно, возобновляемый источник, которым, как я понимаю, в Якутии широко пользуются. Это дрова. И это возобновляемый источник. Но и даже такие ресурсы, насколько мне известно, расположены прежде всего на юге республики. Поэтому, хотя это очень непросто, я думаю, что полупроводниковая солнечная энергетика может вообще играть заметную роль для Якутии. Я бы сказал вообще недавно, так сказать, у нас недавно была встреча нобелевских лауреатов в Петербурге, посвященная 300-летию нашего города. Было вручение премии «Глобальная энергия», первой премии в этом году, и, так сказать, мы ее учредили недавно. И энергетические проблемы, безусловно, в центре внимания огромных научных коллективов. И здесь я с интересом слушал насчет малых атомных электростанций, но, откровенно говоря, я не очень в это верю. По той простой причине, что на самом деле эксплуатация атомной станции мощностью в 1000 киловатт вещь непростая. И это, как говорится, требует и соответствующего обучения, соответствующего уровня, и в долговременной перспективе, атомная энергетика, основанная на реакторах на тепловых нейтронах, она, вообще говоря, имеет столь же ограниченный период жизни, как нефть и газ, грубо говоря. Это не намного больше, намного меньше, чем угольная энергетика. Если газ это там 50-70 лет, нефть такого же порядка, уран для реакторов на тепловых нейтронах это 100-120 лет. Реакторы на быстрых нейтронах возникают огромные и очень сложные материаловедческие проблемы. Поэтому при всей моей любви к атомной энергетике, и я понимаю, что трагедия Чернобыльской электростанции атомной нанесла огромный вред в целом развитию атомной энергетики в мире. При этом Чернобыльская трагедия – это вовсе не обязательная вещь, это не то, что что-нибудь, что должно было произойти. Это произошло прежде всего вследствие человеческого фактора. История, так сказать, Чернобыльской трагедии, я думаю, в течение времени станет широко, да и сейчас это уже достаточно широко известно. Это в чистом виде человеческий фактор, когда было все сделано для того, чтобы устроить аварию. Нужно было быть круглым идиотом, чтобы делать то, что делала, так сказать, небольшая группа людей во главе с директором Чернобыльской станции. Хотя принципиально этот тип реакторов может, так сказать, имея положительную обратную связь, может идти в разнос. Но я повторяю, этот тип реакторов созданы в Соединенных Штатах Америки и у нас практически с самого начала, с 40-х годов, и ни одной крупной аварии на очень большом количестве таких же реакторов уран-графитовых с положительной обратной связью не было ни в США, ни у нас. Электростанция в Сосновом Бору под Ленинградом намного старше Чернобыльской. Это одно из следствий того, что эксплуатация Чернобыльской станции была передана Министерству энергетики и электрификации из Министерства среднего машиностроения. И глубоко переживая эту трагедию, Анатолий Петрович Александров не мог себе простить до конца дней своих, что он не сопротивлялся достаточно энергично этому процессу. Как вы сами понимаете, вряд ли Минатом возьмет на себя эксплуатацию большого количества малых атомных электростанций. И поэтому я не буду говорить сейчас о других деталях. Человеческий фактор здесь может сыграть на самом деле роковую роль для развития такой малой атомной энергетики в Якутии.
Что касается солнечной энергетики, то, как ни странно, вот солнца очень много в летние месяцы. Солнца очень много, и Якутия солнечная страна. И по большому счету, вообще солнечная энергетика почти единственный путь на самом деле экологически чистый, экологически безопасный, не нарушающий теплового баланса планеты. Конечно, здесь Якутия солнечная страна летом, и вряд ли она может быть солнечной зимой, потому как это северная страна. Но я думаю, что для удаленных районов, по крайней мере, тогда, когда светит солнце, здесь очень многие задачи могут решаться, потому что сегодня полупроводниковая солнечная энергетика развивается, я думаю, из всех энергетических областей быстрее всех других. Оценки, которые основаны даже без учета возможных технологических взрывов, говорят о том, что в 2030 году общая мощность полупроводниковых солнечных электростанций в мире будет составлять величину порядка 150-200 гигаватт. Просто для справки, суммарная мощность всех электрических станций, я имею в виду электрическую мощность, всех электрических станций России сегодня это 140 гигаватт. Так что вы видите, это я говорю оценки, которые не учитывают возможных технологических взрывов. А такие взрывы очень легко прогнозируются, потому что можно сегодня с уверенностью сказать, что коэффициент полезного действия полупроводниковых солнечных батарей, теоретический предел которых 93% по циклу Карно, он может вырасти в ближайшие годы. Сегодня рекордный КПД в лабораториях 35%, и он может быть вырасти в ближайшие годы до 45, 50 и даже 60%, без заметного удорожания технологии производства полупроводниковых батарей, потому что в любом варианте сегодня это очень сложная технология, использующая сложные большие машины эпитаксиального для многослойной структуры эпитаксиальной. Но в принципе эта технология одинаковая, что скажем, для полупроводниковых лазеров, она прежде всего для них была разработана, что для солнечных батарей, и делать ли батареи с одним ПН-переходом или 6-7, когда резко растет КПД, в общем технологически примерно одно и то же. Конечно, в этом варианте остается масса проблем, связанных с ночным и зимним временем. Это, то есть, в общем, с проблемой аккумуляции энергии. Аккумуляторы далеко не самый обычный, аккумуляторы далеко не самый дешевый способ для решения этих задач. Однако и здесь имеются возможности, разные варианты, в том числе одно, наверное, из самых перспективных направлений – это водородная энергетика, получение за счет солнечных батарей заметных количеств водорода, который является экологически чистым и наиболее эффективным топливом. Я лично считаю, мы активно работаем сейчас в международных программах по этому делу. И я думаю, что было бы, вообще говоря, идеальным вариантом создание по-настоящему эффективной международной программы по развитию солнечной энергетики. При этом нужно всегда четко понимать, что и атомная энергетика, она рождена была военной программой создания ядерного оружия. Если бы ее не было, у нас бы не было атомных электростанций. И космическая связь есть следствием развития военных ракет. Сегодня, слава богу, военные вещи играют несколько меньшую роль, но эффективная. Однако, я думаю, человечество должно осознать, что на самом деле энергетический кризис не за горами. Я с большим интересом слушал выступления ваши по материаловедчески, в лабораториях смотрел, в общем, очень интересные исследования. При этом я хотел бы все-таки отметить следующую вещь, что сегодня мы очень много говорим о наноструктурах, нанотехнологии. Эти слова стали модными. В каком-то отношении можно сказать, что нанотехнологией занимались древние греки, потому что они ввели понятие об атомах, как о мельчайших частицах,
И они уже полагали, что это атомы имеют наноразмеры. И дальше, как говорится, всю историю дальнейшую и современной науки мы занимаемся исследованиями на атомном, на электронном уровне, на ультрамалых размерах. Поэтому нанотехнологии занимались всегда. И в этом смысле, как говорится, примерно так же, как в известной пьесе Мольера, когда главный герой не знал, что он говорит против. Но я бы хотел все-таки подчеркнуть одну простую вещь. Занимаясь нанотехнологией, наноструктурами, нужно отдавать себе отчет в том, что по-настоящему мы можем называть нанотехнологией, наноэлектроникой. Когда, вообще говоря, следствие перехода к малым размерам рождает принципиально новые свойства. Наиболее типичный в этом отношении пример – это, скажем, полупроводниковые наноструктуры, когда переход к размерам, составляющим единицы и десятки нанометров, приводит к появлению и работе квантово-размерных эффектов. Можно говорить и в прочностных, так сказать, исследованиях, но при этом, я повторяю, нужно отдавать себе отчет, что принципиально нанотехнологии, так сказать, наука, хотя само по себе слово в науке нано не очень приятное, это значит ультрамалая наука. Вот. Это все-таки тогда, когда при наноразмерах происходит рождение принципиально новых свойств, которых нету у тех же материалов, у тех же структур, имеющих значительно большие размеры. Но еще мне хотелось сказать, что мне было очень приятно, когда Владимир Петрович в своем выступлении говорил о том, что у нас тесные связи в работе Института физико-технических проблем Севера и физико-технического института имени Йоффе, и называл имена выдающихся физиков, материаловедов прежде всего, значит, исследования кладоломкости металлов, это прежде всего Николай Николаевич Давиденков, исследования теоретической прочности кристаллов, это известные работы Йоффе 20-х годов. Он не помянул еще одного ленинградского ученого, тесно связанного с нашим институтом, вместе с Авраамом Федоровичем Йоффе, основавшим физико-механический факультет Политехнического института, это Степан Прокофьевич Тимошенко. Просто, когда вот называется, он и академик Российской академии, и Санкт-Петербургской императорской, и Национальной академии наук США, и прочее, и прочее. И был он, кстати, физико-механический факультет, потому он и называется физико-механический, что физическую часть организовал Йоффе, а механическую Тимошенко. И я, скажем, отношусь к числу тех людей, которые сопротивление материалов изучали по учебнику Степана Прокофьевича. Но далеко, может быть, немногие знают, что это троица, в общем, очень крупных ученых, причем все трое в определенном смысле материаловеды, Николай Николаевич Давиденков, Степан Прокофьевич Тимошенко и Авраам Федорович Йоффе, учились в одной группе в реальном училище в Ромнах на Украине. Они закончили это реальное училище, они одноклассники и сидели на одной парте. И много лет спустя Степан Прокофьевич Тимошенко в 1957 году, а он в 1922 году уехал из нашей страны, он приехал в Ленинград и пришел в гости к Аврааму Федоровичу. И вместе, эта троица, которая училась вместе, пошла пешком от Кутузовской набережной, где Авраам Федорович имел квартиру, как это обычно он имел, прямо в здании Института полупроводников, к Эрмитажу. Это довольно долгая дорога. И пришел Николай Николаевич Давиденков. Это уже им было, все, значит, каждому из них было по 77 лет, они ровесники. И вот они так шли, это Степан Прокофьевич описал в своих воспоминаниях. И когда пришли к Эрмитажу, как написал Тимошенко, посмотрел я, говорит, Авраам Федоровича и Николая Николаевича, и смотрю, они так вспотели,
а я совершенно новенький. И подумал я, дорого жива дала жизнь при советской власти. Вот. Я не хотел бы с такой нотой кончить, потому что я думаю, ни одна другая власть в нашей стране не дала так много для развития науки, как советская власть. И было бы очень хорошо, если бы традиции ее укреплялись все больше и больше. Я помню, в одном из выступлений на съезде народных депутатов Жорис Иванович Алферов вспоминал, как отец его друга Хованьяка, шахтер американский, говорил: если ты, Жорис, скажешь, что рабочие советские живут лучше американцев, я не поверю. Но рабочие американские живут хорошо, потому что произошла Октябрьская революция. Наши боссы испугались, что мы так же поступим, поэтому улучшили нашу жизнь. Да. Вот это Это сказал старый американский шахтер, Хованьяк. отец Ника Холодняка, эмигрировавший в Америку из Австро-Венгрии, когда ему было 15 лет, и с этого времени начавший работать на шахте. Так, как мы вспоминали, сегодня второй день Дня строителя. Вячеслав Анатольевич у нас по базовому образованию строитель, но он главный созидатель, строитель нашей республики. Василий Васильевич строитель. Давайте еще раз строителей. Лицей всех поставим. Уважаемый товарищ, каждый регион Российской Федерации имеет свои особенности. Эти особенности можно классифицировать и природно-климатические, и экономико-географические особенности, исторические, культурные, национальные, социальные, какие хотите. И в том числе каждый регион имеет свою неповторимую структуру экономики. Вот Республика Саха-Якутия отличается от других регионов совершенно особым положением науки в экономической структуре. Для нас наука не является чем-то производным, либо вспомогательным для производственной деятельности, как во многих других регионах Российской Федерации. У нас наука является одной из самостоятельных отраслей народного хозяйства, которая имеет самостоятельное значение, которая является системообразующей. Так сложилось исторически, потому что не каждый регион Российской Федерации имеет 9 академических институтов, значит, не каждый регион Российской Федерации, значит, имеет свою собственную академию наук, значит, развитую систему, которая, значит, имеет традиции, имеет научную школу, имеет предмет, значит, своей работы. Вот почему мы должны относиться к науке совершенно по-особому, чем это было бы, скажем, в другом регионе Российской Федерации. Конечно, в этом новом историческом этапе мы должны искать совершенно новые пути и подходы, значит, как ее развивать, поддерживать. Значит, эти подходы диктуются самим содержанием научной деятельности и как бы использованием плодов, результатов труда научной деятельности. Это, конечно, и непосредственно практическое применение, собственно говоря, внутри республики для тех целей, которые мы имеем по экономическому развитию. Это и проблемы дальнейшего совершенствования геологоразведочных работ, нефтегазового комплекса, алмаздобывающей промышленности. С другой стороны, мы в результате научных исследований получаем фундаментальные знания, которые имеют самоценность и которые должны являться государственным достоянием. А с третьей стороны, мы должны получить еще и рыночный продукт в качестве научных идей, разработок, которые могут быть проданы на рынке. Вот в трех ипостасях, в трех аспектах мы должны, значит, рассматривать результаты, что ли, деятельности науки. Но отсюда совершенно понятно рождаются и способы ее управления, поддержки, финансирования. Вот для того, чтобы выработать такой подход, как вам известно, значит, мы находились почти целый год во взаимных спорах, значит, искали разные пути решения. В конечном итоге, я думаю, что мы к этому подошли. На базе такого подхода сформированы, будем говорить, и структура управления, значит, наукой в Республике Саха-Якутия. Прошли, как вам известно, изменения в Академии наук Республики Саха-Якутия. Сформирован научно-технический совет при президенте Республики Саха-Якутия. Сейчас как раз через некоторое время, уже в сентябре месяце, начнется очередной плановый период, и мы с вами неоднократно встретимся и будем обсуждать и направления научных исследований, и способы финансирования, и наиболее актуальные проблемы, которые мы должны решить в ближайшее время.
Значит, и в этой связи, вот в свете всей этой большой работы, для нас, конечно, очень важен, интересен и полезен, и поучительный тот взгляд, который мы можем получить со стороны таких выдающихся людей современности, как Жилец Иванович. Значит, и мы искренне благодарны, что он прибыл в Республику Саха-Якутия, значит, и как бы в свете вот этих наших всех с вами действий, что ли, конечно, его точка зрения, взгляд, мнение чрезвычайно важно для нас. Я хотел бы также отметить и то, что прибытие Жилеса Ивановича, оно преследует еще и цели развития конкретного сотрудничества. Ну, в частности, мы обсуждаем вопросы по какому-то совместному, что ли, действиям вот по нашему физико-математическому форуму «Ленский край», который существует в Кангласском Улусе, история которого будет окончательно полностью закончена в этом году, где мы надеемся как бы организовать такие специальные значит, подготовку на более одаренных ребят в республике в области физики, математики и так далее. Значит, у нас есть и специальная проблема, одну из которых вы затронули, это проблема энергетики, значит, которая совершенно актуальна для республики Саха-Якутия и которая представляет собой научные интересы для нас и для Жилеса Ивановича. И еще существует ряд других вопросов и аспектов. И мы благодарны, что вот он откликнулся на приглашение и приехал в республику Саха-Якутия, в том числе и для решения обсуждения этих проблем. Но с другой стороны, для нас просто большая честь общаться с Жилесом Ивановичем. Поэтому я хотел бы от вашего имени искренне поблагодарить его за сегодняшнюю нашу